Кыргызстане начался сезон ОРВИ и гриппа, и третья детская больница вновь на передовой. Растет количество маленьких пациентов, коридоры переполнены, а врачи не отходят от своих постов. Так давайте узнаем вместе, как они справляются с этой ситуацией. 8 тысяч заболевших за неделю и 2/3 – дети. Больницы заполняются, скорая работает без пауз. В городе подтверждены десятки случаев гонконгского гриппа H3N2 штамма, который всегда протекает тяжелее. Родители, здесь у нас уютно, новые кровати, новые тумбочки, тепло самое главное. Им даже жарко. Но дети лечатся, отпаиваем, все нормально. Нужно время. Самое главное – терпение. Потому что в 1 секунд, в один момент мы волшебной палочкой не можем вылечить. Любое заболевание идет начально первичная клиника, а потом пик, а потом спад. Вот на сегодняшний день, слава богу, чуть-чуть спад пошел, потому что в воскресенье мы принимали на приеме, к нам обратилось 840 пациентов. Для нашей больницы обычное время 350-400 обращений в сутки – это нормально для нас. Потому что осеяние без нагрузки, это для нас это как бы обычная работа. В течение сутки 350-300, вот так, они вот, начиная с августа до после ноября, вот так было. И вот, те, кто говорят, пишут в социальных сетях, что отправляете домой, что не лечите, что не хватает коек. Вы сами видите, как наши врачи, медсестры, медперсонал работают каждый день. В течение с утра и до 5 до 17:00 у нас проходит лечебная процедура, то есть врачи заходят, обходы делают, кому лучше, мы выписываем, вместо него обрабатываем и новых ложим. Да, в ночное время для тяжелых больных, для экстренных всегда место есть, не бывает такого. Но даже если она критическая, мы же врачи, мы домой не отпустим таких пациентов. А то, что на приеме стоят в очереди, если есть такое, потому что мы работаем. Это, понимаете, это не магазин пришел, посмотрел, это взял. За каждым ребенком надо смотреть, послушать сердце, послушать легкие, дыхание посмотреть. Хотя бы минимум, в лучшем случае, 15 минут нужно. Но мы максимально сейчас работаем. Ну, не дай бог, пропустишь что-то, это же проблема. Именно детские больницы сегодня под большим давлением. Здесь врачи видят самые сложные случаи – высокую температуру, кашель, обезвоживание – первые признаки осложнений. Но это наша работа каждый день. Например, бывают такие родители, но это от родителей тоже зависит. Нет, я дома не хочу, надо лежать. Но показаний нету, не можем, но не скандалят они, как всегда. Сейчас, мне кажется, в моду вошло, кто больше орет, кто больше кричит. Бывают ситуации, иногда мы милицию вызываем. Приходит милиция, буквально 3 дня назад такой инцидент был, мама пришла, орет, милицию вызвали, говорит, если не будешь орать, нас не положат. Поймите, есть показания, которые можно дома лечить. И для этого специальное приемное отделение есть. Мы, врачи, работаем всегда, мы не отказываемся. Но если весь народ только к нам идет, это же уже это проблема. Когда создана в поликлиниках все условия, которые туда идти, они туда не идут, сюда идут, и здесь возмущаются. Вот. Как вы сами видите, у нас все здесь, это приемное отделение. А мы 2 года назад мы уже организовали электронную очередь, как вы сами видите, как вы сейчас услышите. Здесь пациенты приходят. Здесь стоят сортировщики, видите, фильтр здесь. Здесь мы сейчас посмотрим, пациенты все. Раньше как было, 2 года назад и мама, и папа, и ребенок, узкий коридор. О том, что я вам говорил. Вот здесь сидят, здесь хаос устраивают. Потом дышать тоже в одном. Здесь в очереди стоя, которые только начинающая клиника приходит, и еще больше хуже становится. Поэтому сейчас мы организовали 240 квадратных метров, увеличили приемное отделение условий. Вот они приходят, смотрят, а потом мы заходим, вот номер говорит, и за один. Сейчас услышали, сейчас мама зайдет, потому что у них на руках талончики есть. Но основной удар на себя принимает инфекционная больница. Именно туда направляют детей со сложными формами заболевания. Пискадан кейін не пландарынан? Хотя 40 күн мен тыныш қойғылачы.
үйгө келбегиле бетимден өппөгүлө вирусуңар жугат. Здесь постоянный поток пациентов. За сутки инфекционная больница приняла 420 и 163 госпитализированы. 90% заболевших – это дети. В основном сейчас это просто меньше скученности, находиться там, где меньше скученности народа. Личная гигиена, конечно, обязательно, и меньше контактов. И первые признаки, как только начинаются первые признаки ОРВИ, там температура, насморк, кашель, лучше обращаться к врачам по месту жительства. ЦСМ сейчас у нас работают до 8 часов вечера, но все равно все сразу. 3-я детская больница, к нам в больницу или в Джаловскую больницу. С конца ноября в Бишкеке официально подтверждено 33 случая гонконгского гриппа. Это штамм H3N2, тот самый, что вызывает тяжелое течение, особенно у маленьких детей. Пару случаев уже было, то, что подтверждались именно лабораторно. А то, что гонконгский, это не гонконгский, только лаборатория нам выдает такие анализы. Вероятности были, то есть пару случаев уже выходили, выявлены, да. И когда больницы заполнены, удар берут на себя бригады скорой помощи. Там круглосуточная работа на пределе. В Центре экстренной медицины трехкратный скачок вызовов из-за всплеска ОРВИ и гриппа. Мы сейчас как раз находимся у экрана, где можем видеть, что каждую секунду приходят новые вызовы. Каждый второй звонок о ребенке. Дежурные даже не поднимают глаза. Один вызов заканчивается, другой начинается. У нас в последние 7-10 дней резкий скачок обращений. То есть у нас в сутки сейчас поступает порядка 3-3,5 тысяч звонков, хотя обычно в ней пиковые такие нагрузки у нас в сутки там 1800 примерно. То есть сейчас, конечно, нагрузка в 2 раза. В 2 раза увеличилась, да. И по количеству и вызовов, и выездом бригад то же самое. То есть если у нас обычно это 500, то сейчас это 900 и ближе к 1000. Подскажите, пожалуйста, на сегодняшний день сколько машин и вообще в целом бригад обслуживает население? Мы сейчас стараемся максимальное количество бригад выводить на линию. То есть если у нас до этого было там 38-37, сейчас это 42-43 бригады. Также стараемся, конечно, максимально обеспечить транспортом, хотя у нас сложности с Не хватает? количеством автомашин. Да, к сожалению, не хватает, но сейчас там несколько проектов ведется Министерством здравоохранения о закупке машин, поэтому мы надеемся на исправление этой Подскажите, ситуации. сколько сегодня есть машин в целом? И сколько вообще нужно машин в пик? Смотрите, количество машин, которые есть, оно нестабильно по одной простой причине. Они многие находятся на ремонте, ломаются и так далее. Если говорить в общем, у нас на сегодняшний день всего лишь 12 машин, которые полноценно пригодны к эксплуатации. Бригады стараются успеть везде, но при таком потоке это огромная нагрузка. Машины практически не возвращаются на базу, сразу едут на следующий вызов. Очень много в социальных сетях пишут: скоро ехала 3 часа, вообще не приехала и так далее, и так далее. Забегая вперед, то, что комментарии совсем не приехали, это невозможно, потому что у нас все вызовы зафиксированы, они не могут никуда пропасть, скорая не может не приехать, а то, что есть задержки, это факт. У нас сейчас вот в пик ОРВИ вспышки, у нас задержки есть и по 4, и по 5, и по 6 часов. То есть там к пациентам с температурой, да, где состояние, по сути, не жизнеугрожающее, задержки очень большие. Если говорить о том, сколько нужно бригад скорой помощи, если учитывать все нормативы, на город Бишкек сегодня необходимо порядка 150 бригад скорой помощи. А у нас по факту? У нас их, по факту 40, считайте. То есть у нас в 3 раза меньше, чем нужно. Но эта ситуация не сейчас произошла, мы об этом говорим постоянно, из года в год, о том, что у нас скорой помощи в 3 раза меньше, чем нужно. А вот со стороны Министерства здравоохранения предпринимаются какие-нибудь меры? То есть это вот действительно ситуация не одного дня? Ситуация не одного дня, и меры принимаются они только на уровне Министерства здравоохранения, но на уровне правительства страны, на уровне президента. В прошлом году для врачей скорой помощи была увеличена заработная плата, то есть наши врачи сейчас к основной зарплате получают еще доплату в размере 20 тысяч сомов. Конечно же, такие меры, они очень благоприятно повлияли на ситуацию, мы смогли сократить кадровый дефицит, то есть с кадрами ситуация улучшается исключительно за счет зарплаты.
Также ведется работа по строительству новых подстанций, открытию новых подстанций и закупке автомашин скорой помощи. А когда планируется эта закупка машин? Точных сроков мы не знаем. Сейчас проект в активной работе на уровне правительства. Врачи просят не лечиться самостоятельно. Температура держится больше 3 дней, обязательно к специалисту. Так проходит этот эпидсезон в Бишкеке. Тысячи заболевших, переполненные больницы, круглосуточная работа скорой. Но врачи уверяют, ситуацию можно контролировать, если обращаться за помощью вовремя.